Решением Кабмина увеличены ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства, на 1000 рублей. Доплаты получат 16 тысяч пенсионеров. Кроме того, Кабмин внес изменения в положение о мерах социальной поддержки инвалидов войны. Изменения предполагают повышение финансовой помощи инвалидам Отечественной войны народа Абхазии на зубопротезирование со 100 тысяч рублей до 150 тысяч. С учетом предыдущих годов обращается в год от 200 до 300 лиц, инвалидов войны, которые нуждаются в таких услугах медицинских. И 100 тысяч рублей – это не такая сумма, не хватало для таких услуг медицинских, и потому предлагается повышение размеров. До 2023 года размер помощи составлял 60 тысяч рублей, в 2023 году 100 тысяч рублей именно на зубопротезирование. Мы предлагаем очередное повышение со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Абхазия и Россия подпишут проект программы сотрудничества между министерствами юстиции на 2024-2025 годы. Также члены правительства утвердили проект меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Абхазии и Федеральной службой судебных приставов России на 2024-2025 годы. В прошлом году руководитель службы господин Аристов посетил с рабочим визитом Республику Абхазия. Мы наметили ряд направлений, в рамках которых мы уже начали реализовывать сотрудничество. Было оказано содействие Министерству юстиции, службе судоисполнителей Министерства юстиции по части форменного обмундирования, материально-техническая база тоже в ближайшее время будет реализована. Все то, что мы наметили, в том числе и на встрече с вами, реализовывается очень активно. И этот документ станет плотной нормативной базой, подчеркиваю, не являющейся международным договором, но в то же время определяющей в себе конкретные формы взаимовыгодного межведомственного сотрудничества. Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба отчитался о выполнении государственной целевой программы «Жилище 2023-2025», утвержденной указом президента Абхазии. В прошлом году поступило 95 новых заявлений, было рассмотрено 103 и одобрено 67 заявлений на 60 миллионов рублей. На реализацию проекта предусмотрено 180 миллионов рублей. За это время в ведомство за помощью обратилось 400 человек. Не все участники программы, которым одобрили финансовую помощь, смогли в течение 2023 года приобрести жилье. Всего 44 участника приобрели в 2023, но это не означает, что мы прекращаем оказание финансовой помощи. Мы уже в 2024 году продолжаем финансировать, оказывать помощь. И в этом году уже воспользовались 7 граждан и на 6 миллионов рублей уже приобрели жилье. В этом году уже принято еще 54 заявления. Всего подходят по программе и нерассмотренных заявлений более 450 заявлений, которые у нас лежат. Для того, чтобы оказать всем помощь и поддержку, конечно, недостаточно средств, и на это уйдет еще несколько лет для того, чтобы рассмотреть все заявления. Министр финансов Владимир Делбы предложил задействовать районные бюджеты для реализации целевой программы «Жилище 2023-2025». Премьер-министр Александр Анква поручил доработать и исправить все недочеты жилищной программы. Далее Кабмин утвердил меры по льготному обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями инвалидов 1, 2 и 3 группы Отечественной войны народа Абхазии. Льготное обеспечение лекарственными средствами осуществляется бесплатно за счет Государственного внебюджетного фонда инвалидов при наличии рецептов, выданных организациями здравоохранения согласно перечню. Решением правительства одобрено приобретение в республиканскую собственность и последующую передачу Министерству культуры объекта недвижимости, необходимого для обеспечения деятельности литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия. Было соответствующее ходатайство Министерства культуры Абхазии по музею Гулия, и администрация города Сухум приняла решение перевести квартиру площадью 26 квадратных метров из жилого в нежилое помещение с последующей передачей Министерству культуры для музея. Естественно, это было жилое помещение, там проживал гражданин,
Речь идет фактически о выкупе этого помещения, этой жилплощади и передаче музею. Мы должны максимально использовать те возможности, которые у нас есть. И будем это делать. Конечно, и бюджетные, и гуманитарную помощь будем принимать. Есть желающие, которые нам хотят помочь. Сами мы не справимся. Суммы уже определены. После пожара на Лакоба в выставочном зале, и там, где была и картинная галерея. Пушкина 8, да, там нужны значительные вложения, где должна быть картинная галерея. Это же значительные расходы, но мы должны продвигаться вперед. Вот у нас есть развернутый план мероприятий по ремонтным будущим работам в Абиги. Пожароопасное здание крайне опасно. Так что, Владимир Валерьевич, будем искать деньги на музей Гулия и на другие объекты особой важности. Кабмин принял постановление об организации проведения медико-социальной экспертизы. Подробный отчет членам правительства дал директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы Тамас Цахнакия. За прошлый год нами освидетельствовано 173 человека. Но это в основном те граждане, которые обращались с заявлениями в течение 3 лет, но эти заявления не рассматривались, поскольку комиссия не работала. Поэтому вот они накопились, и после повторного обследования и диагностики ряда тяжелых заболеваний мы провели экспертизу в прошлом году. В этом году, после утверждения временного порядка, нами вот по состоянию на сегодняшний день освидетельствовано 62 человека. Это в основном все ветераны Отечественной войны с теми или иными тяжелыми заболеваниями. Мы на сегодняшний день решаем вопросы исключительно вот медико-социальной экспертизы, состояния здоровья гражданина, определения группы инвалидности и реабилитационного потенциала. Ну и, конечно же, в будущем при возможности мы бы хотели, учитывая то, что это республиканское учреждение, которое проводит сложные экспертные работы, была такая возможность проведения уже экспертных исследований. После переосвидетельствования уже будет решаться окончательно вопрос присвоения либо понижения группы, либо ее отмены вообще. Потому что заявлений у нас намного больше, чем мы допускаем к проведению экспертизы по вот этим строгим критериям. Группы инвалидности, которые были получены незаконно, должны быть пересмотрены. Во всяком случае, этот процесс надо остановить и дальше идти по правильному пути. Тамас Муромович, так это или не так? У вас большой опыт работы, поэтому мы на вас надеемся, что все будет по-другому. Члены правительства предоставили обществу с ограниченной ответственностью Неруда Инвест право пользования участком недр для добычи инертных материалов в пойме реки Кудор сроком на 10 лет. Также обществу с ограниченной ответственностью Бзыб-Инерт предоставили право пользования участком недр для добычи инертных материалов в пойме реки Бзыб села Калдахуара. Также решением правительства Гудаутскому заводу напитков «Кристалл» предоставили право пользования участком недр для осуществления разведки и последующей добычи питьевой воды села Лыхны. Алика Трапшзаур Кварчи, Абхазское телевидение.